Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Яна Бабаева. Январские выходные подошли к своему логическому завершению. И с рабочими буднями в жизни многих якутян появилось желание привести себя в форму. И с нашей сегодняшней гостьей, фитнес-тренером Екатериной Вожовой, мы поговорим о том, как правильно подобрать физическую нагрузку, составить меню и в целом вести здоровый образ жизни. Добрый вечер, Екатерина. Добрый вечер. С чего начать тем, кто в выходные злоупотреблял салатиками с майонезом и выпечкой, газировкой? И вот как вернуться в ритм здорового образа жизни и вообще в целом войти вот в колею, перестать переедать и начать правильно питаться? Ну, начнем с того, что если человек на протяжении, допустим, нескольких месяцев занимался спортом, правильно питался и на новогодние праздники позволил себе салаты с майонезом, алкоголь, какие-то газированные напитки, выпечку, ему не доставит труда как бы войти в свой ритм, потихонечку входить в спортзал и возвращаться к правильному питанию. Если же человек вообще, в принципе, не придерживался здорового образа жизни, и уже там 25-й Новый год он ест оливье, но тут, конечно, уже сложнее, поэтому нужно обращаться к специалисту для того, чтобы его плавно вводили в какой-то дефицит калорий, какие-то физические нагрузки ему назначали. Вот. А если человек, вот, повторюсь, уже в спорте, уже занимается на протяжении скольких-то месяцев или лет, то это несложно. Но самое главное, просто нужно убрать самое простое. Это жирное, мучное, сладкое и алкоголь для начала. То есть можно даже с этими вопросами к специалисту не обращаться. То есть этого уберешь, и вот это эти, будет да, достаточно. которые я, 4 продукта, которых я продиктовала, хотя бы так. И пойти, допустим, в спортзал на те же групповые тренировки, либо к тренеру. А если обращаться к специалисту, то к какому, с какого начать? Врач, эндокринолог, диетолог должен назначить спектр анализов и выявить какие-то дефициты, индекс массы тела он проводит, и на основании этих анализов он уже составляет какой-то план лечения, рекомендует спорт, тренера и так далее. Вот, а как понять, что у тебя есть лишний вес? То есть если ты не круглый как шар, вот, более-менее прилично выглядишь, но вот все равно бывает же, что лишний вес есть даже у вроде как на вид хорошо сложенных людей. Да, в любом фитнес-клубе и у любого врача-диетолога есть такой аппарат биоимпеданс тела. То есть тебе подключают датчики, ну, у врача, да, подключают датчики к разным частям тела и смотрят индекс массы тела, сколько жидкости в организме, сколько мышечной ткани, сколько жировой. Ну, то есть в процентном соотношении там видно, избыток жировой или он в норме, сколько нужно примерно скинуть, какой идеальный вес относительно антропометрии человека, то есть рост, возраст, вес. Вот. А в фитнес-клубах у нас есть такие жироанализаторы, где становятся только ступнями и большим пальчиком держатся. Там показано то же самое, но не так развернуто, да, как у диетолога. Вот, примерно так же идеальный вес, анализ тощей массы тела, то есть мускулы человека, и анализ жировой. Ну, естественно, сколько воды, сколько нужно скинуть мышц, ой, сколько нужно скинуть жировой ткани и сколько набрать мышц, чтобы дойти до идеала. Так, вот, к примеру, мы поняли, что у нас есть лишний вес. Что дальше? Вот с чего начинать? К врачу мы, например, сходили. Что он назначит? Считать калории? Нет, он назначит, то есть в назначении врача-диетолога нет какого-то определенного там БЖУ или еще что-то. Он рекомендует исключить ряд продуктов. Придерживаться примерно уровень базального метаболизма человека, там, допустим, 1600 калорий. Ну вот с этим вопросом уже нужно обращаться, ну, либо ко мне, либо к моим коллегам, потому что калории — это одно. Можно съесть 2 сникерса за день, вписаться в свои калории и сидеть счастливыми, да. Ну, то есть гликемический индекс продукта тоже имеет место быть, поэтому нужно идти именно к специалисту, чтобы он рассчитал конкретно по нутриентам, какие продукты мы кушаем, какие мы не кушаем, какие должны быть больше в рационе, 80%, допустим, таких-то продуктов, 20% мы можем позволить себе и шоколадки, и хлебушек, и все на свете. Вот. Ну вот, допустим, мы знаем нашу норму КБЖУ. Вот. Что дальше? Вот стоит ли заморачиваться со взвешиванием продуктов? Нужно это делать? Обязательно. Почему? На глаз не получается? На глаз нет, не получается. То есть каждый продукт имеет свой БЖУ. Причем БЖУ продукта сухого. То есть мы не взвешиваем вареные макароны, вареные крупы, вареное мясо. Вот. Можно взвесить, кстати, вареный картофель.
Он Вот. не- Но не крупы, теряет, да? нет, крупы впитывают в себя воду, естественно, они увеличиваются в объеме. Макароны точно так же. Мясо, наоборот, уваривается, оно уменьшается. Поэтому обязательно нужно все взвешивать, на глаз ничего не получится посчитать. Вот говорят, что большая часть успеха борьбы с лишним весом заключается в том, что человек должен правильно питаться, а вовсе не от тренировок. Так ли это? Согласна, да, это так. Мгм. То есть тренировки нужны? Они же должны как-то, получается, тело сформировать человека? Мгм. То есть наши энергозатраты должны превысить наше потребление калорий. Это называется дефицит калорий. Но вот этот дефицит, чтобы он не был чересчур большим, и человек просто не получил перетренированность или, не дай бог, там истощение организма какое-то, нужно, ну, как бы, все это в балансе должно быть. То есть дефицит калорий, количество тренировок, количество кардиотренировок, очень большое количество сна. То есть 7-8 часов для женщин это стабильно должно быть. Потому что если у человека хронический недосып, липолиз жиров, то есть именно жиросжигание, идет намного медленнее. Мгм. Вот. То есть нужен баланс во всем. Во И в всем. питании, и в Питании, да. тренировках, и во сне. Да. Так, вот есть еще одно мнение, что люди некоторые перестают употреблять продукты, в которых содержится глютен. Вот некоторые отказываются от молочных продуктов и продуктов животного происхождения. Вот как вы считаете, насколько это обосновано? Стоит ли это делать любым людям или нужно к этому как-то прийти? К этому нужно прийти. Я сама к этому пришла, сама не употребляю глютен и кисломолочные продукты, и сахар. Но не просто так я взяла себе их отменила, это нужно пойти сдать спектр анализов, естественно, к эндокринологу, объяснить, какие у вас есть жалобы. На основании этих жалоб он отправляет на какие-то анализы, и мы смотрим, то есть не мы, а врач смотрит на непереносимость каких-то продуктов, с чем они связаны, и исключает, допустим, тот же самый глютен или кисломолочные продукты. У кого-то проблемы с кожей, естественно, там, допустим, и отменили кисломолочные продукты. У кого-то проблемы с ЖКТ, отменяют пшеницу, глютен. Вот. Ну, то есть сами себе, вот потому что это модно, и сейчас нельзя есть глютен, глютен-фри везде, шугар-фри, да, ну, то есть сами себе мы не должны это отменять. Это делает врач. Ну вот, а сахар? То есть он же у нас содержится не только вот в самом сахаре, то есть который мы чаек пьем, а еще во многих продуктах. То есть как нужно внимательно ходить в магазин, проверять все составы? Ну, по идее, да. В лучшем, в идеале ходить и читать состав. Потому что, может быть, ну, то есть написано, что нет сахара, но там есть фруктоза. Это тот же самый сахар. Вот. Если есть подсластитель, заменитель сахара, ну, опять же, они разные бывают. Есть дешевое сырье, есть очень хорошее сырье. Если там, допустим, стевия в составе, можно брать. Если там какой-нибудь мальтодекстрин, кому интересно, могут там прогуглить и посмотреть, что такое дешевое сырье, дешевый подсластитель. Они тоже могут вызывать какие-то проблемы с ЖКТ. Вот, на самом деле, это такая частая тема сейчас, и половина подопечных страдает такими же какими-то воспалениями на коже, в кишечнике, еще где-то. Ну, половина моих точно не кушает глютен. Так же, как Давайте составим среднестатистическую продуктовую корзину. Вот человеку, который собрался сбросить лишний вес, что ему купить в магазине? Вот то, что действительно можно, то, что будет полезно. Ну, давайте начнем с источников белка. Нужно купить мясо, ну, тоже кому какое нравится. Красное мясо, белое мясо, индейка, курица, да. Рыба, красная, белая. А жеребятина? Жеребятина. Тоже можно? Да, красное мясо, то есть оленина, говядина, жеребятина. Просто разные части говядины имеют разный БЖУ. То есть мы берем заднюю часть говядины, потому что она менее жирная. Вот. Морепродукты кто-то любит, креветки, кальмары, там, мидии, может быть, кто-то любит. Есть там коктейль, смесь там мидии, кальмары, креветка. Вот. По белкам, да. Ну, кто-то любит творог, и кому-то его можно, почему бы и нет. Можно брать 2-5% творог. По крупам это рис, греча, кому можно булгур, киноа, кускус есть пшено, есть нут, макаронные изделия кто-то, может быть, любит, кому-то можно. На самом деле крупы, картофель. У нас, к сожалению, нет батата, его очень любят спортсмены, но здесь его найти практически невозможно.
Так, по крупам сказала. Хлеб, хлебцы. Есть хлеб без глютена, у нас делают из псилиума. То есть это закваска такая. То есть у них там и булочки, и батоны, их просто хлеб. Есть просто готовая смесь, можно самой водичкой размешать и поставить в духовку на 40 минут. Будет хлеб свой, без глютена, который не вызовет никаких реакций. Да. Так, по углеводам сказала. Жиры, то есть это масла, оливковое, сливочное, масло кхи, кстати, на котором можно немножко обжаривать, потому что оно при нагревании не меняет состав. Да, не горит оно, не нагревается настолько. Авокадо, орехи. С орехами тоже очень аккуратно, они на самом деле очень аллергичные. Я орехи не кушаю. И очень жирные, да? Да. То есть там непонятно, что орешки, они вот их можно бесконечно есть, если уж их добавлять в рацион, ну там 10-20 грамм и все. Вот. Так же самое слабосоленая рыба, можно сделать с ней бутерброды какие-то, да, то есть на завтрак. Вот. Но тоже не злоупотреблять, потому что это отеки. Ну, в принципе, все по жирам. Ну, большая часть людей у нас борется с лишним весом, но есть и те, кто хотят набрать массу. Вот как с ними работаете? С ними намного сложнее Да? работать, потому что похудеть намного проще. То есть, вот, повторюсь, что дефицит калорий и высокая активность. Человек должен по 300 грамм в сутки скидывать, 200-300 грамм, это нормально. То есть не стремительное какое-то похудение, мы не убираем углеводы, мы ничего там сильно не урезаем, мы убираем для начала хотя бы вот жирное, алкоголь, сахар и еще какую-нибудь там молочку, например, да, и смотрим на реакцию организма. Кто-то худеет быстро, кто-то нет, но набрать, это я по себе говорю, 10 лет тренируюсь в спортзале, набирать начала, ну, спустя, наверное, где-то, 5-6. Ну, по-человечески, вот нормально уже. А так нет, это очень сложно, потому что, как правило, вот есть такие фигуры, и я такой же была, это skinny fat, это вроде бы худая, но с жирком. То есть они, естественно, хотят рельеф, хотят быть в каких-то местах побольше, в каких-то местах поменьше, но это самое сложное, это рекомпозиция тела. Тут нужно прям четко каждую граммулечку взвешивать на весах для того, чтобы добиться какого-то результата. Ну, многие люди отмечают, что занятия спортом даются им очень тяжело. Вот где найти эту мотивацию, как заставить себя в такой мороз приехать в зал, позаниматься? Вот где взять вдохновение, скажем так? Мотивация, ну, это вот вообще, мне кажется, ее ищет весь мир во всех соцсетях, везде вот эти вопросы. Ну, я скажу вот только вот сугубо мое личное мнение, что ее нет, мотивации, ни в ком, никто не сможет смотивировать. Вот мотивация сидит внутри нас, это мы сами, только мы, никто, ни я не могу замотивировать своих подопечных настолько, чтобы они вот загорелись этим, да, чтобы глаз горел, они бежали туда и в минус 50, и в плюс 40 в жару, да, такого не может быть. Кто-то, чтобы смотивировал, это должно вот здесь вот как-то вот щелкнуть. Что я хочу. Я хочу, и все. Вот человек должен решить. То есть всему свое время. Кто-то ко мне приходил, пытался, но не получилось. Не потому что она плохая или я плохой тренер. Просто не время. Потом эти люди возвращались, и было все по-другому. То есть к этому нужно прийти. То есть какое-то время можно походить полненьким, а потом вот замотивироваться и прийти. Все должно быть с комфортом. Никто не должен заставлять человека идти, или он не должен идти для кого-то. Похудеть там для мужа или похудеть для жены. Мы для себя должны это делать. Понятно. Так, обязательно ли каждому человеку тренироваться в зале? Или можно тренироваться успешно дома? Ну, тут такой вопрос сложный. Смотря Опять про какие цели. да? Смотря какие цели. Если человек хочет накачать мускулатуру именно, то нет, дома там никак не сделаешь. А если, допустим, это человек, мамочка в декрете, например, почему бы и нет? Можно правильно питаться и заниматься дома с каким-то инвентарем, который можно заказать в спортмастере, его привезут домой. Ну, там какие-то элементарные гантельки, резинки, гирю, может быть, какой-то степ, коврик. Ну, да, это для просто поддержания тела в тонусе можно. Но для каких-то глобальных изменений в теле нет. Хорошо, мы идем в зал. Там можно заниматься самостоятельно, а можно взять себе тренера. Вот что бы вы посоветовали? Все-таки с тренером работать? И как правильно выбрать тренера? Безусловно, только с тренером, потому что я нахожусь в зале 10 часов с 10 утра до 8 вечера. И я вижу каждый час
когда тренирую, я же все равно смотрю, да, на окружающих людей. Я вижу, что неправильная техника, которая, не дай бог, может привести к каким-то травмам, да, безусловно, нужен тренер. Хотя бы просто узнать тренажеры в зале, как они регулируются, как на них сесть, как к ним подойти, какой хват взять, какие ручки к какому тренажеру принадлежат, да, ну и вот в таком плане. А выбрать тренера, ну, сейчас есть соцсети, поэтому можно посмотреть, допустим, зайти на сайт клуба, посмотреть, нас всех там выкладывает директор наш или еще кто-то там. Выбрать тренера, кто-то визуально выбирает, кто-то выбирает по подопечным. То есть я считаю, что, ну, если бы я выбирала тренера сама себе, а он у меня был, я смотрела на его подопечных. То есть он постоянно в соцсети освещал победы или там какие-то достижения своих подопечных. То есть по результатам? Да, по результатам подопечных. Ну, репутация, естественно, должна быть какая-то. Очень немаловажный фактор, как он выглядит. То есть, как бы мы ни говорили о том, что тренер не может замотивировать, но выглядеть он должен лучше тебя как минимум. Как лучше все-таки заниматься? В группах или самостоятельно? То есть если мы вот рассмотрели занятия с тренером, то есть это очень хорошо, здорово, но вот с тренером, к сожалению, не получается заниматься. Стоит ли ходить на групповые тренировки или все-таки позаниматься самостоятельно? Нет, лучше, конечно, на групповые. На групповых все равно есть тренер, который находится на протяжении 45-50 минут рядом с вами. Пускай даже это 20 человек, все равно где-то подошел, поправил, на другого посмотрел. Кто-то ходит уже там несколько лет на групповые. Если это новичок, то его как-то все равно направят, немножко помогут. Но если вообще человек с нуля и никогда в жизни не переступал порог спортзала, сразу идти к тренажерам, это небезопасно. Знаете, еще хотела узнать, как часто к тренеру девушки записываются мужчины. Вообще такое бывает? Спрашивают, но я не беру. Почему? Не знаю. А кто-то берет? Да, девушка у нас работала, она брала всех. То есть по половому признаку не было. То есть хотела мужчину, захотела женщину взяла. Ну, то есть всех? Всех. Вот, а кто основные гости фитнес-залов? Мужчины или женщины? И вот давайте составим портрет среднестатистического клиента вашего фитнес-клуба. Кто это? Вот, честно сказать, за 7,5 лет почти работы 50 на 50. Раньше все равно было больше мужчин. Когда я начинала в 2013 году, просто пришла в спортзал, да, было больше мужчин. Сейчас нет. Сейчас женщины, вообще я горжусь ими, они прям спортсмены, все такие замотивированные, кстати. Ну, это, может быть, за компанию ходят, может быть, просто привычка хорошая, может быть, еще из-за чего-то, но 50 на 50. Портрет, ну, это в основном у нас вообще контингент такой средний возраст, от где-то 20 и до 65 примерно. То есть нету такого, что у нас только молодежь занимается или только взрослые. Нет, у нас все от 20 до 65, очень большой такой разрыв. И, то есть в возрасте люди ходят, и школьники по разрешению родителей, да, у меня тоже занималась девочка-школьница. Тут не составишь такой, даже какой-то среднестатистический портрет не получится. Вопрос такой, должны ли болеть мышцы после тренировки? Бытует мнение, что нет боли, нет прогресса. Не обязательно. Есть у меня подопечные, как бы я их ни тренировала, они очень давно уже занимаются, не всегда. На тренировках на низ может быть что-то поболеть, когда тренируем ноги наверх, это очень сложно, это не показатель. У всех разная крепатура мышц, у всех разный организм. У меня тоже иногда что-то не болит, но это не показатель плохой тренировки. А показатель хорошей тренировки что? Как можем оценить результат? Результаты мы оцениваем по фото, по весу, по замерам. То есть и одежда – это вообще самый первый показатель того, что есть результат. Естественно, если человек приходит в спортзал, ну, с какой-то целью ведь он приходит, может быть, уменьшить объемы, либо увеличить. То есть как сидит одежда на человеке, на девушке, на мужчине, это вот первый показатель того, что появился какой-то результат. Потом уже вес. Но на вес вообще не нужно опираться, потому что в одном и том же весе можно выглядеть абсолютно по-разному. Даже я сама так выглядела. В 56 и в 65 я выглядела в 65 худее, чем в 56. Это не показатель. Ну, то есть не нужно ориентироваться на весы девушкам, например, тем же? Нет, девочки, которые 100+, естественно, мы обязательно смотрим вес.
У нас есть специальный промежуток времени, через который я их взвешиваю, фотографирую и измеряю. А когда девушка, в принципе, хорошо сложена, и ей не нужно там прям худеть на 10, 20, 30 килограмм, нет, не надо опираться. Ну, для интереса смотрим, конечно. Интересно просто, сколько ушло или пришло. Есть такие, которые набирают у меня. А вот как вы работаете с девушками, которые плюс 100? Там есть, вот вы сказали, особенности какие-то. Расскажите, может, у вас есть какой-то интересный пример? Да, у меня есть много примеров. Девушка у меня пришла в апреле месяце, я сама ее нашла. Мне много кто написал. И вот, ну, вот оно твое всегда из тебя находит. То есть я посмотрела на одну, на вторую, на третью. Я их не выбирала ни по национальности, ни по внешности, ну вот никак. Она просто так интересно как-то мне написала, очень боязно так. Вот я бы хотела, и как раз она мне говорит, у меня вес, то есть был вес 108-200. Сейчас у нас уже минус 39 килограмм. Это за какой промежуток времени? Она пришла 4 апреля, и вот мы взвешивались, ну, наверное, недельки 3 назад, после Нового года, уже было минус 39. Вот такой вот у нас. Ну, там не то чтобы какой-то особенный принцип или еще что-то. У людей 100 плюс, у девушек тем более, да, у которых совершенно другие гормоны, в отличие от мужчин, им нельзя все там урезать до невозможности. У нее очень хороший колораж, у нее достаточное количество всех нутриентов, она не голодает, но она достаточно много тренируется. То есть она проводит в зале около 1,5-2 часов. То есть она приходит на силовую, я ей прописываю план действий с видео, со всем. Она приходит, тренируется. Ну, я рядом, если где-то нужно, я ей помогаю. Но она показала, конечно, очень крутой результат. То есть почти что минус 40 килограмм. Ну, это круто. А никаких особенностей в ее тренировках не было, в отличие от других. Все практически то же самое, единственная психология. Тут главное, чтобы человек не бросил все, потому что это очень сложно с такого веса уходить. Куча всяких, как сказать... Соблазнов. И соблазнов, и мыслей в голове. Это все равно неуверенность в себе. Сейчас это совершенно другой человек. Ну, Это другая девушка. Ее, наверное, не узнать, да? Нет. Ничего себе. Вот если женщина пойдет худеть с мужем, кто быстрее похудеет? Мужчина ведь? Скорее всего, да. Ну, вообще бывают разные исключения. Бывают же ведь наоборот пары. Мужчина худенький, женщина полная, либо наоборот, да. Но если рассматривать два здоровых человека, пришли, никаких заболеваний, ни по эндокринной системе, ни по ЖКТ, никаких. Вот просто пришли вот после новогодних праздников. Безусловно, мужчина похудеет быстрее. У него совершенно другой гормональный фон, у него нет никаких, как сказать, изменений, как у нас есть ежемесячных. Вот. Мужчине намного проще. Даже в эмоциональном плане ему проще. Почему? Ну, потому что он пришел, потренировался, лег на диван, отдыхает, да, никаких стрессов. У женщины дети, стирка, готовка, муж еще. Поэтому мужчине все равно как-то попроще. Конечно, у него много других стрессов, работа, еще какие-то переживания, но в плане спорта все равно мужчинам проще. Ну, даже там с Древней Греции мужчины тягали железо, а не женщины. Это вот уже недавно все это началось. Вот, а можно ли сказать, что за последние 5 лет люди стали больше интересоваться спортом и в целом здоровым образом жизни? И как вы думаете, с чем это может быть связано? Да, за последние 5 лет прям такой бум опять случился. Он был, кстати, в 2014-2015, потом было какое-то затишье. Вот. Ну, видимо, из-за пандемии это все было. Скорее всего, это соцсети как-то. Сейчас молодежь очень многие ходят. Вот прям я смотрю, школьники ходят. Либо после уроков, либо перед, смотря какое там у них расписание, да. Очень много подростков у нас занимается. Ну, как-то, наверное, это модно у них сейчас. У нас такого не было, когда, допустим, росли мы, дети 90-х. У нас, наверное, был один спортзал, и то мы о нем не знали. Ну, было как-то, наверное, не модно. Модно было по гаражам прыгать. А сейчас на каждом шагу открываешь соцсети везде. Я потренировалась, я на йоге, я на пилатесе, у меня тренировка, посмотрите, какой у меня результат. Очень много сейчас вот этих соревнований по фитнес-бикини, по боди-фитнесу. И поэтому, мне кажется, это все соцсети. Вот хотела еще спросить про профессиональный спорт для тренеров. То есть вот каково это готовить себя к каким-то вот фитнес-бикини? Это же очень серьезный труд, прям кропотливая работа над собой и даже больше эмоциональная, мне кажется. Ну да, эмоциональное это 100%. Ну, для тренеров, наверное, это не так сложно, как для обычного человека. Ведь есть же обычные девочки, которые не
тренера по образованию, но идут вот участвовать в фитнес-бикини. Для них, мне кажется, это у них же ведь семья, быт, работа. Это все. Это мы там в этой каше варимся, то есть мы знаем, и то не все нюансы, которые всплывают в процессе подготовки. Вот. Ну, конечно, сложно, потому что у тебя есть цель, у тебя есть конкретная дата, к которой ты должен дойти с каким-то результатом. И ты не можешь покушать на свой день рождения торт, покушать там тот же какой-то салатик вкусный на день рождения у подруги. Если это весенние соревнования, люди пропускают тоже там, может, Новый год, 23 февраля, 14 февраля, 8 марта. Вот. Это достаточно эмоционально тяжело. Ну, я готовилась, я такая, как сказать, не то чтобы малоежка, я люблю покушать. Но на тот момент, когда меняется твое тело, все, какие-то розовые очки у меня надевались. И я, наоборот, спросила у тренера, может быть, поменьше покушать, а может быть, поменьше. Вот, то есть я такой человек, я очень целеустремленный, сильный. Ну, тут характер еще. Все же люди разные. Кто-то сильный, кто-то бросает на полпути, кто-то плачет, кто-то смеется от этого, наоборот. Я радовалась, что вот у меня там мышцы, у меня пресс долгожданный появился, еще какие-то там мышцы находила у себя. А так, для обычного человека, конечно, это очень сложно. Он всю жизнь ел, а ему потом что-то запрещают. Конечно, это... Вообще любые запреты — это стресс. А тем более, если есть конкретная дата, и ты знаешь, что нужно денег потратить, и подготовиться, и себя в чем-то ограничить. Ну вот как готовиться к таким соревнованиям? И вообще стоит ли обычному человеку в них принимать участие? Вот, например, я завтра решу, что я вот хочу к марту следующего года принять участие. Ну почему бы и нет? Это хорошие амбиции. Можно из любого человека можно слепить спортивную девушку. Ну и девушку, и мужчину. Ну, мужчин, конечно, проще. Я видела таких девушек за эти 10 лет в спортзале, которые преображались просто до неузнаваемости. И участвовали в фитнес-бикини и в каких-то других соревнованиях. Почему бы и нет? Ну вот, а как вы в спорт пришли? Там же есть какая-то очень интересная история. Ну, не то, чтобы она интересная. Вообще я в спорте была с детства. Не то, чтобы я там профессионально занималась, мастер спорта, нету. Я занималась художественной гимнастикой, юношеским. То есть до взрослого я не дошла, получила второй разряд и ушла. И не вернулась. Начала просто заниматься баскетболом в школе, легкой атлетикой, бегали за школу. Раньше вот было у нас модно. За школу бегали на какие-то праздники, на 9 мая или на 1 мая. Вот, мы занимались бегом, просто с подружками хотели бегать. Было модно ходить на стадион. А потом институт, замужество, ну как-то так все это куда-то ушло на второй план. Потом я устроилась в органы работать, мне было как бы не до бега, и я начала вот ходить в спортзал. Пришла, ходила там, как сейчас все ходят, кто пришел в первый раз, как в музей, да, смотрят на эти все гантели, как они лежат. И есть даже такое смешное видео, и она ходит и как будто молитву читает на эти гантели. Вот тут примерно так же люди все и ходят. Также пришла, и вот как-то начало получаться. Я всегда думала, вот я петь не умею, танцевать не умею, да, рисовать не умею. Ну что-нибудь же я должна уметь в этой жизни. Ну что-то вот в таком плане спрашивала родителей, но оказалось, что вот, то есть я попала прям вот в свою тарелку. Я до сих пор, вот уже прошло 10 лет, как я тренируюсь, до сих пор испытываю вот эти мурашки от занятий спортом. Но это редкость, мне кажется. Вот только в зале занятия. А может быть, еще что-то интересует? Не знаю, там, может, бег какой-то. И, кстати, вот еще хотела спросить про бег. Очень часто люди, которые собираются худеть, они почему-то начинают бегать. Вот стоит ли это делать? И как бы если делать, то как именно? То есть это, в принципе, это доступный вид спорта, бег. На улице весной можно бегать, летом. Да даже зимой, если сильно захотеть. Тут такой, знаете, спорный вопрос. Бегать должен здоровый человек. То есть человек должен прийти в МРТ-центр, пройти полное обследование своего позвоночника. То есть все отделы позвоночника. Если у него все отлично, он пошел к травматологу, и он ему дал добро, пожалуйста, бегайте. Но бегать на асфальте тоже как бы, такое, амортизация большая на позвоночник идет. Тем более, если у человека большой вес. Мне кажется, лучше начать с тренажерного зала, допустим, с эллипсоида, с велотренажера, да даже просто походить на дорожке.
это будет немного безопаснее, чем просто бег. Бег — это для профессионалов, действительно, у которых стальной позвоночник. Я не знаю, есть ли такие люди вообще? Да, То есть есть я вообще абсолютно здоровые люди, интересно. Нет, наверное. Все равно где-то что-то у нас со школы пошло, у кого-то сколиоз, кстати, у каждого второй. Вот. И позвоночник, конечно, даст о себе знать, если бегать по асфальту тем более. Еще и обувь. То есть кто-то бегает в неправильной обуви. Вот. Обувь должна быть именно беговая. То есть беговые кроссовки, мягкие, специальные, специальной стелькой. Вот. Обязательно с носком. Много нюансов на самом деле. А как правильно одеться в зал? Вот там тоже же есть нюансы. Да, в принципе... в плане обуви, я думаю. В плане обуви, для тренировки ног, вот буквально вчера освещала в соцсетях, что нужна обувь на сплошной подошве высокая, чтобы была стабилизация на стопу и на 3 точки опоры. Это большой палец, пятка и мизинец. Очень многие сейчас модные кроссовки делают, у них пятка выше, чем носок. Соответственно, вся нагрузка идет на носок, на большой палец, а пятка, получается, у нас где-то в воздухе. Это тоже очень травмоопасно, тем более, если есть какой-то тазовый перекос, проблемы с позвоночником, то же самое плоскостопие, нужно обязательно идти в ортопедический центр и заказывать стельку. Несколько стелек, потому что в повседневной жизни, и в спортзал обязательно. Ну и давайте поговорим про мифы в области здорового питания, здорового образа жизни. Вот с чем приходится сталкиваться? Это мой любимый вопрос. На самом деле мифов очень много. Такие самые популярные осветим, да. Допустим, я съела шоколадку, завтра пойду 5 километров побегаю, и все, она у меня сожжется и испарится. Но это замкнутый круг. Она скушает шоколадку, пойдет побегает, устанет физически, устанет морально, это все равно стресс. Любая физическая активность для человека — это стресс. Через неделю она опять съест шоколадку. Это все вот снежный ком. Второй миф — это вот, мы уже про него говорили, что у меня не болят мышцы после тренировки, значит, я плохо потренировался. Это второй миф. Третий миф — я урежу все углеводы, все жиры и сразу же похудею. Это, во-первых, очень вредно. Во-вторых, не будет худеть организм, когда его вводишь в такой дефицит. Может быть вообще обратная реакция, кстати. Он начнет запасать. Он начнет запасать. Он не дурак. Он возьмет столько, сколько ему нужно. Плюс еще симптомы болячки, дальше там потом еще какие-то. Вот. Какой еще миф? Если женщина, я боюсь качать руки, давай качать только ягодицы, я перекачаюсь. Слушайте, я качаюсь 10 лет, все никак не перекачаюсь. Там парочка мне комментов прилетала, я очень радовалась. Они хотели меня обидеть, а я наоборот, это за комплимент рассчитала. Не перекачаются так люди, девушки. Мужчины пусть что хотят, то и делают. Женщины, вот именно у женщин, я не буду качаться. И не пойду, Кате говорят, я стану как мужчина. Не знаю, я вроде не похожа на мужчину никаким образом. Так. На самом деле их очень много. Я буду пить БЦА, это такая аминокислота, это спортивное питание. Буду пить БЦА, у меня не будет после этого болеть ничего, да, и все. Это все миф. БЦА это не такая добавка, от которой мышечная боль идет. Нет, это просто аминокислота, которую мы восполняем во время тренировки. Вот пьем сладкая водичка, чистой воды маркетинг. Да простят меня все. За открытие секретиков, да? А вот спортивное питание, вот кому оно все-таки нужно? Кто его должен пить? Профессиональные спортсмены, которые готовятся к соревнованиям? Или все-таки простые люди могут чем-то себя побаловать? В части именно БАДов добавок или протеин? Протеин? Нет, это как источник белка просто. Есть люди у меня, которые не могут кушать много мяса. Не хотят они, либо не могут твердую пищу такую есть. И мы добавляем, допустим, коктейльчик либо утром, либо наоборот вечером. Они же всякие разные бывают. Есть, где есть углеводы, есть безуглеводные коктейли, есть, наоборот, гейнеры. Это для худеньких людей, чтобы они набирали какую-то массу. А так, почему могут пить все это? Это не какая-то химия, это просто сыворотка. И не обязательно это спортсменам профессиональным пить, а простым людям нельзя. Нет, это просто по желанию.
БАДы это вообще должен назначать только врач. Мы сами себе БАДы никакие не назначаем, ни омегу, ни D3, ни какие-то другие витамины. Я сдала полностью спектр анализов и вообще узнала, что мне нельзя омегу. А до этого я постоянно ее пила. Вот, то есть вот такие нюансы очень важны. Нужно обязательно идти и сдавать анализы на витамины и понять, нужно тебе этот витамин пить или же нет. Ну, то есть в работе со здоровьем нужен комплексный подход. То есть мы вот сходили к врачу, выбрали витамины, записались в зал. И вот что еще нужно сделать? Наладить сон, естественно. Вот. А еще если говорить, допустим, о массажах, каких-то дополнительных услугах, вот что бы вы порекомендовали? Сауну, Аппаратные сауну можно ходить у тех, у кого нет каких-то проблем со здоровьем. У меня, например, допустим, давление низкое, я в сауну вообще не захожу, мне противопоказано туда ходить, мне плохо. Если нет никаких, опять же, человек здоров, он любит баню, любит сауну, почему бы и нет, посидеть там, сделать контрастный душ, после этого сходить еще на какой-нибудь вакуумный или аппаратный массаж, еще и правильно питаться, то вообще будет классный результат. То есть все должно быть в балансе. А что вы думаете насчет читмилов? Ну, почему нет? Ну, у нас есть специальный график с девочками. График читмилов. Да, то есть человек же, он же человек, у него есть дни рождения, юбилеи, свадьбы, праздники, просто захотелось с подругой встретиться. И мы, естественно, это оговариваем, либо я сама настоятельно рекомендую, так, тебе нужно покушать. Я вижу, что человек уже устал, тренируется, там, допустим, на протяжении месяца. Отлично, хорошие показатели, все, нужно сделать читмил. Он идет и он разгружает голову. Он просто расслабляется. Он может выпить бокал вина. Никто не говорит о том, что правильное питание — это все навсегда гречка, грудка на пару, брокколи и стручковая фасоль, которую я не ем. Вот. Нет, это не так. Нужно просто в какой-то промежуток времени немножко себя в чем-то ограничить. Сначала убрать сахар. Постепенно. Не нужно сразу в омут с головой бросаться. Потом убрать хлебобулочные изделия и алкоголь. Оставить, пускай будет этот творог, пускай будет шоколад. Почему бы нет? Хороший, дорогой шоколад, молочный, горький, какой угодно. Любители кофе. Тоже кому-то кофе нельзя. Нужно, конечно, проверяться у врача и смотреть. Я кофе не пью по своим анализам, мне его лучше не пить. Да я его и как бы не люблю. Но есть кофеманы, вот хотят они кофе, почему нет? Пусть пьет. То есть точно так же, как и читмил. Захотел человек пойти в ресторан, но там тоже нужно с умом. Не обязательно же брать чебуреки или 3 хачапури, да. Можно взять какое-то мясо. Тот же самый стейк с каким-то вкусным салатом и выпить бокал вина. Это же нормально. Это входит в нашу норму. Но зато человек отдохнул и дальше в бой. Благодарю вас за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Желаю спортивных побед. А нашим телезрителям силы воли и качественной спортивной подготовки. На этом выпуск нашей программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.